Селям алейкум. Говорят, что существует три проявления самооценки: заниженная, завышенная и адекватная. Поэтому мы и выбрали сегодняшней темой нашей программы самооценку. Подробнее на наши вопросы ответит врач-психотерапевт, психиатр Эрисмаль Исмаилова. Эрисмаль, итак, что же такое самооценка? Алейкум селям. Тема самооценки действительно довольно заезженная. И удивительно, ей стали придавать такое большое значение, хотя нас не очень волнует то, какая самооценка у человека: высокая, низкая, адекватная, неадекватная. Специалистов куда больше волнует то, как мыслит человек, какие у него есть глубинные убеждения о самом себе и как это влияет на его жизнь, на качество его жизни, на те отношения, которые он строит в своей жизни. Вот что нас действительно волнует. Интересно, какие вопросы вы задаете человеку, который приходит с жалобами на свою самооценку? Если я попытаюсь узнать, откуда же тянется эта проблема, скорее всего, она будет тянуться из опыта детско-родительских отношений. К вам приходят люди с заниженной самооценкой? Да, обращаются с этой проблемой? Конечно же, такие люди приходят. Они не говорят при встрече, что да, моя проблема именно в самооценке. Нет, они вскользь упоминают, что, знаете, мои проблемы таковы, но мне сказали друзья, знакомые, что, наверное, у меня проблема с самооценкой. Или они перечисляют длинный ряд своих жалоб, переживаний, и вот думают, наверное, дело в самооценке. Но, опять же, меня не столько волнует их самооценка, сколько то, что они сами думают о себе. И то, что они думают о себе, моя задача уже как специалиста понять, это что, это в них говорит психотравмирующий детский опыт, это, может быть, это невроз, депрессия, может быть, так человек сейчас переживает какой-то кризис. В общем, за этим может стоять все, что угодно. Как так получается, что взрослый человек в полной уверенности находится, что ему приходится доказывать что-то, заслуживать какое-либо уважение, либо чтобы что-то не вредило его самооценке? Да, действительно, если у человека имеется вот этот тяжелый опыт детско-родительских отношений, и человек еще в детстве остро почувствовал себя в отношениях с самыми значимыми взрослыми людьми, в острой небезопасности, потому что родители для него не были последовательными, предсказуемыми, стабильными, понятными. Он остро ощутил вот это свое состояние беспомощности, потому что он был брошен своими родителями. Это может быть брошенность не обязательно физическая, что ребенка оставили, отвезли куда-то. Нет, это может быть и эмоциональная брошенность, когда с детьми специально не говорят. Или родители находятся в алкогольном, наркотическом опьянении и не уделяют должного внимания своим детям. У детей логика, она эмоциональная. Не каждый ребенок способен понять, что если к нему так относятся значимые для него взрослые люди, мамы и папы, то их вины в этом никакой нет. Опять же, дети думают о том, что, наверное, они плохие, если к ним так относятся. И, возможно, если они станут безупречными, идеальными, то они смогут заслужить любовь своих родителей. И, к сожалению, этот опыт с ними остается и накладывает отпечаток на всю дальнейшую жизнь. Вот это ощущение, что я плохая, я недостаточно хорошая, я должна быть лучше, и тогда, может быть, моя жизнь станет какой-то более понятной и безопасной для меня. Вот это толкает на то, что они превращаются в взрослых, молодых девушек, женщин. Да, им сложно построить качественные отношения, им сложно построить свою жизнь таким образом, чтобы они ею были удовлетворены, потому что вот мы видим женщину с массой долженствований, с массой требований к себе. Она должна быть идеальной, совершенной, безупречной. Она все это делает, она старается, из кожи вон лезет, но ее жизнь не складывается так, как она бы этого хотела, потому что этими качествами пользуются другие откровенно, ее уязвимость чувствуется, и это же сопровождается
сопровождается еще тем, что у нее нет внутренней вот этой глубокой уверенности в собственной ценности, собственной значимости, и она очень чувствительна к критике, опять же, этим тоже пользуется. Да, вот эта детская травма, этот опыт детско-родительских отношений может еще очень долго сказываться на дальнейшей жизни и судьбе человека, несмотря на то, что это могло быть довольно давно. То есть, если в детстве родители не будут критиковать своих детей, то они не будут себя так чувствовать, когда вырастут? Не совсем так. Детей критиковать можно и нужно, если мы им желаем благ в будущем. Но важно то, как критикуют детей. Если критика в адрес детей сопровождается тем, что детей намеренно отстраняют, игнорируют вот так вот, да, эмоционально, перестают с ними говорить, или, может быть, физически их отстраняют. Если критика сопровождается каким-то таким несоразмерным случившемуся гневом, дети не понимают логику, какую-то последовательность в поступках значимых их людей, то, конечно, это для них является довольно ужасным и травмирующим опытом. Но я должна отметить, что полное отсутствие критики и такая какая-то очень уж сильная опека также калечит детей не меньше, чем вот предыдущий случай. Эти люди также не приспособлены к жизни, они жили в полнейшей безопасности, они никогда ни за что не боролись, они никогда по-настоящему не считались со своими желаниями, за них все решали, за них принимали все решения. То есть нужна золотая середина? Да, нужна золотая середина. Ну и хотелось бы спросить, что бы вы пожелали людям, которые считают, что у них есть проблемы с самооценкой? Наверное, это можно пожелать всем. Относиться к себе как можно более таким позитивным, здоровым способом. И многие идут к этому по такому ложному пути через достижения. Кажется, что когда я чего-то достигну, когда я буду успешной, богатой, знаменитой, или, может быть, я буду какой-то очень привлекательной, вот тогда я смогу к себе относиться как можно более лучшим способом. Но сейчас я этого позволить себе не могу. К сожалению, это ложный, действительно ложный путь. Это должно идти изнутри. Невозможно это отстроить только извне. Оно должно идти изнутри. Чувство того, что я могу, и чувство собственной значимости, умение себя слышать, понимать, принимать и сочувствовать самому себе должно идти изнутри, но никак не через достижения или что-то извне. Ну и в каких случаях нужно обращаться к специалисту? Если вы услышали, что какая-то из предыдущих историй была о вас, то, конечно же, здесь очень сложно справиться самостоятельно, бывает нужна помощь специалиста. Да и вообще, если кажется, что страдает твое качество жизни, ты не можешь построить качественные отношения, то, да, действительно стоит обращаться к специалистам.